есть. Да, Сергей, не очень получается, поэтому давайте я коротко, сколько они, когда будут конспектировать прошлые занятия, у них какой-то ориентиры были. Значит, вот прибывшим 4 товарищам, которые первый раз, третьей лекции, я вам, 5 минут вводной лекции. Первое, будете конспектировать у Вячеслава Сергеевича. Значит, когда вот человечество появилось, ничего не было. И появилась философия. Она называлась «Совокупное знание древних» или «Прafилософия, пранаука». Это как будто лисина и ветви. Лисина – это философия, ветви – это конкретные науки. После чего, когда начало разбиваться знания конкретных наук, появился какой-то маленький опыт. Скорее всего, это было сначала астрономия, поскольку звезды каждый день наблюдали люди. Потом, это математика, считать надо 1, 2, 3, 4. Потом физика. Вот так отпочковывались с этого ствола все ветви. Тогда осталась одна философия. Тогда философия стала конкретной наукой, как все остальные. Но отличие заключается в том, что философия изучает предельно общие законы мира, общества, место в нем человека, отношение этого человека к этому миру, обществу. Поэтому мировоззренческая, теоретический аспект каких-то моментов и вся методология до сегодняшнего дня находится в философии. Потому что этим другие науки не занимаются. Поэтому у философии берут все науки, мировоззренческие установки и методологические методы познания. Дальше мы первой вводной лекции просто в пустом месте знания не появляется. Какая-то наука, какие-то отрасли знания появились, общество должна быть потребность. Вот, поэтому философия опиралась на исторические корни, теоретические источники. Теоретическими корнями являются, что в XVI веке в Нидерландах, в XVII веке Англии, в основном во Франции произошли буржуазные революции. Первое. Второе. В 1819 году около города Манчестера, Англии, собрались рядовые рабочие мирный митинг. Они хотели высказать свои проблемы правительству Англии. Правительство перепугалось и дало приказ войскам расстрелять безоружных людей. Смотрите-ка, это за 18 век, да? 18 век. 17 век. И расстреляют людей, безоружных людей. То есть капитализм – это вообще с самого начала, это зверище самое настоящее. И третье, 1825 года все разбитые страны начали переживать кризис перепроизводства. Никакого перепроизводства, конечно, нет. Просто царила тогда анархия производства, то есть каждый занимался нам, вот Вячеслав, я, потом допустим, занимались выпуском одних текстов. Женщин, например, ботинок. А мы не знаем, сколько женщин требуются ботинки. Все втроем мы не знаем. И все производим. В результате чего происходит перепроизводство в этом одном виде товара. Оно не находит сбыта. И начинается кризис. Завод останавливается, рабочие выкидывают, зарплаты нет. Беда. Вот такая анархия. Сейчас теоретический источник. Какие теоретические источники опиралось появление философии? Первое – это немецкая классическая философия. Там фамилии вы найдете в моей лекции, в записях. И в этой немецкая философия идеалистическая. То есть идеалистическая, значит, получается, что теория стоит на голове, его переворачивают на ноги, Маркс и Энгельс, тогда получается диалектический материализм. Вот, поэтому это пришлось Марксу и Энгельсу переворачивать эти философии головы на ноги. Это первое. Потом английская классическая философия. Сегодня будем читать эту лекцию.
английская классическая философия, то есть это закон, управляющий производством, обменом, распределением. Потому что жизнь определяет только материальное производство, которое дает, что кушать, что одевать, в чем ездить, в чем летать. Это решает. Не голова решает, а материя. Бытие определяет сознание. Вот в чем дело. Сейчас утопический социализм, коммунизм. С 16 века Томас Мор, английский утопист, придумал социализм, как будто все народы, люди равны, свободны, счастливые. Вот такое дело. Утопия, остров Утопия, 54 города, и там живут такие люди. Это фантастика, элементарная фантастика. А итальянский утопист Томмазо Кампанелло придумал коммунизм. Притом коммунизм он придумал очень хорошо, его принципы, и можно сегодня даже применять. Но почему называется утопия? Утопия – это миф, мечта, который реализоваться не может. Красивая просто мечта. Это потому и называется. То есть в этих трех источниках марксизм опирается. Поэтому марксизм в пустом месте не появилось. Как я вам перечислил, 3 исторических корня, 3 теоретических источника, и очень твердым такой основой появилась марксистская философия. Сейчас несколько слов марксистской философии. Принцип марксизм состоит из 4 частей. Это я определяюсь 4 частей, потому что марксизм написан в 45 томах. Это в Советском Союзе был институт марксизма-ленинизма, они издали вот такой толщиной 45 томов. Там изложено все произведения Маркса и Энгельса. 45 томов вы напишите-ка за одну жизнь человека. Вот я, например, после 30 лет написал вот такие тоненькие 23 монографии. Они 45. Вот такие, понимаете? 3-4 раза больше, чем мои. Ну, я-то мелкий человек. Гением сравнительно собираюсь. Поэтому 4 частей: первая философия, 2 политэкономия, 3 классовая пролетарская революция, 4 теория научного коммунизма. Из этих 4 фундаментом является философия. Вот это я вам уже начал говорить, что, знаете, они переворачивали классический немецкий философию с головы на ноги. Потом это самый капитале практически Карл Маркс разработал политэкономию капитализма, не коммунизма, капитализма. Потому что тогда капитализм только развивался, а коммунизм вообще они написали, разработали коммунистическое общество. Ага. Ну, классово они увидели, в отличие от утопистов, Карл Маркс в первых же произведениях увидели пролетариат самый эксплуатируемый, самый униженный, самый порабощенный часть человечества, который осуществит пролетарская революция, перевернет этот капиталистический мир. Она и получилась. Сначала в Советском Союзе, потом много-много, как будто было, да? Ага. После чего всякие разрушился, начиная с Советского Союза. В Советском Союзе почему разрушился, знаете? Нет, не знаете. А я знаю, потому что, знаете, вот то, что я вам рассказывал, марксизм, оказалось, что коммунисты, и сегодня коммунисты тоже не знают. Ага. Вот марксизм не знает, тогда получается такая формула. Без революционной теории нет революционной практики. Все. Советский Союз, вторая сверхдержава, как кажется, дома разбудился при моих глазах. Я жил 51 год своего возраста в Советском Союзе, поэтому знаю, что это такое. Это очень хорошее. Я бы в самом дне Верховинского района Сургулука родился, и оттуда в окончании 3 школ стартовал сразу в Москву. Видите, это коммунизм? Бесплатно? Вы капитализм, давайте-ка оттуда стартовать. Нет, не пойдешь. Деньги, мани. Если мани есть, поедешь. Нет, так нет. А деревня откуда мани? Нету. Поэтому все это очень как будто сложно. А если в жизни, понимаете, великий Сталин говорил, великие дела складываются мелких дел. Великий Сталин, который вот вторую сверхдержаву сделал, пролетарскую революцию осуществил и так далее. И Ленин, он рано умер, в 23-м году.
то после этих 29 лет рулил великий Сталин, который и строил этот коммунизм, разгромил фашизм, милитаристскую Японию и создал атомное оружие, водород, и все. А сегодня его клеймят как самого плохого человека. Это на самом деле великий человек. Я вам говорю, великий человек, благодаря которому я и есть. Я бы не стал ни доктором, ни профессором, ни кем, если его не было. Все. То есть из 4 частей марксизма коммунизм должны мы строить, используя теорию научного коммунизма. Там изложено, что такое коммунизм, с чего он состоит. Все остальное марксизм – это фундамент. Политэкономия – это управление производством, обменом, распределением. Ну, классовая борьба – это обучить эту классовую борьбу, его довести до революции, социальной революции, завоевание политической власти, установить диктатуру пролетариата, отмена буржуазной части собственности и эксплуатация человека. То есть все это очень, если все это дело 30 лет изучить, можно достичь. Я это вам рассказываю, марксистское-то. 30 лет я занимаюсь исследованием этого. Почему? Потому что мне надо было найти ответ, почему Советский Союз разрушился. Только Маркс и Энгельс могли на это ответить. Они ответили. Незнание марксизма. Незнание марксизма. Строителями коммунизма. 19 миллионов коммунистов было в Советском Союзе. Но 9 настоящих. Это потом они 10 миллионов приняли. Всяких разных. Все разрушит КПСС. Вот такое дело, друзья. Поэтому моя задача, вот, Вячеслав Сергеевич меня попросил, должно быть представление, что такое марксизм. Вы марксизм не изучите. Если вас заинтересует, мои монографии лежат в Национальной библиотеке, и поэтому можно очень просто изучить. Моя задача была за 30 лет с этой общей массы. Маркс и Энгельс, они свою теорию разработали как цельное одно учение. Там отдельной философии нет, отдельной политэкономии нет, отдельной классовой борьбы нет, отдельной все это перемешку. Разная работа краплена, я оттуда и кюр есть-то. Вот я так и гуировал. И отдельно философия коммунизма, политическая экономия переходного периода, классовая борьба, теория научных отдельными книжками, что когда коммунизм вновь придет, обязательно придет. Рабочему человеку проще было мои монографии взять и оттуда прочитать, конспектировать. Марксизм, оказывается, не так уж сложно. Спасибо, Ларис Степанович. А он давно умер будет. Когда придет, я не знаю. Все, записываем. Лекция номер 3. Марксистская политическая экономия. Вячеслав Сергеевич, ты опыт показываешь, да? Листке пишешь. Я же сказал, тетрадь 96 листов. Неорганизованный человек, понимаете, вождь молодежи Якутии. Так нельзя старшего профессора не слушаться. Ты должен слушаться. Сам за меня эксплуатируешь же. Ты мне зарплату не получишь, то есть не оплачиваешься, эксплуатируешь, капиталист. Все комсомольством называется. И пошли. Все, хватит, начинаем. Сначала правда такая. Вы меня все внимательно слушаете сейчас. Ничего не записываете. Я сам подскажу, что писать. Вот тогда успеваете записывать. Хорошо? Что лишнего не писать. А то после конспекта потом много посломаешь. Опыт. Ага. Значит, начинаем. Первая попытка научно систематизировать экономическую деятельность предприняли купцы, торговцы. Где-то в 16 веке, вероятно. По годам рождения около 16 веку. То есть, получается, 700 лет назад. Купцы, торговцы назывались их меркантилистами. Вот они считают, что богатство общества состоит из торговли. То есть они считают, что они же торгаши и купцы. Они по-другому считать не могли. Вот все богатство. Вот мы хорошо продадим. То, что производится тогда, богатство складывается. Их точка зрения вот такая. Это меркантилист. Первый меркантилист, француз Антуан де Монкатриен,
1575-1621 он умер, это родился. И ему славу принес его научный труд «Трактат политической экономии». Видите, сразу политической экономии. Потому он и основоположник политики, которого он впервые ввел в оборот категории политической экономии. Я вам говорю, что Томас Морс, социализм, 16 века, итальянский капитализм, Томмазо Кампанелло, 17 века коммунизм, а этот, понимаете, вот где-то в 600 году, вероятно, около этого Томаса Мора времени, он придумал этот трактат политической экономии, и он является основоположником политической экономии. Меркантилисты – это торговцы, значит, вероятно. Иностранное слово, нигде перевода нет. Поэтому мы меркантилистами будем называть. Эта школа меркантилистов распространилась в Англии, Италии, Португалии, Франции, только в 4 странах. Меркантилисты разработали основные категории политической экономии: труд, товар, деньги, капитал, торговля, богатство. Это впервые меркантилисты придумали. Поэтому корневая система политической экономии давнишняя. Нельзя считать, что вот недавно появилась. Во-вторых, во Франции возникла школа физиократов. Его основателем является Франсуа Кенне. После Н.Э. не я, Кенне. 1694-1774. Физиократы считали, что источником богатства является производство, но ограничивали только сельское хозяйство. И они такой пример придумали. Крестьянин распахал землю, засеял землю, удобрил землю и после чего собрал урожай. После этого он засыпал на семена, но крестьяне знают, что делать. Будущий урожай, семена нужны, семена засыпал и отложил зерно для пропитания семьи. Остался час зерна. Он его распродал и купил самые необходимые городские товары свои. После чего у него в кармане остались деньги. Эти деньги он распределил. Землевладельцы 4 седьмых, ты телефон откуда все, а? 4 седьмых отдал земледельцу, собственника земли. Королю отдал 4 седьмых, церкви отдал 1 седьмую часть. И вопрос возник, откуда появились излишек, у него в кармане остались деньги-то? Кроме семян, пропитания, торговли, откуда стал излишек? Второе, по какому праву это трое, понимаете, землевладелец, король и церкви берут час урожая? Ответ. А физиократы считают, что излишек дала земля. Это их точка зрения. А крестьянин оплатил просто налоги, установленные государством. Ответ нормальный? Нормальный. Ага. Так. Таким образом, физиократия, формулировка, это учение о классах, производительном бесплодном труде, о капитале воспроизводства. Они, меркантилисты, создали все, то есть меркантилисты и физиократы создали все необходимое для того, чтобы появилась английская классическая политическая экономия. То есть вся она взаимосвязана. Вот сейчас записываем меркантилистов и первое пишите. Первая попытка научно систематизировать. Первые попытки научно систематизировать. Если не успеваете меня сказать, повторите. Систематизировать экономическую деятельность, систематизировать экономическую деятельность предприняли купцы и торговцы. В скобках меркантилисты. Это меркантилист. Описание их названия. Запятая. Которые считали, меркантилисты, которые считали, что источником богатства государства, является торговля.
является торговлей. Точка. Одним из основателей меркантилизма является француз Антуан де Монкретьен. Антуан де Монкретьен. Скобка открываете. 1575-1621. 1575 – это год рождения, 1621 – это год смерти. Запятая. Которому славы принес его научный труд, в кавычках, трактат политической экономии, кавычка закрылась. Принес его научный труд, трактат политической экономии. В скобках, в 1615 году это произведение было издано. 1615. Скобка закрылась, точка, в котором он впервые ввел научный оборот, категории политическая экономия. Двоеточие. Сейчас формулировку даем. Его, Монкретьена. После двоеточия. Правила ведения общественного хозяйства. Точка. Правила ведения общественного хозяйства. Точка. Школа меркантилистов получила распространение в Англии, Италии, Португалии, Франции. Точка. Меркантилисты разработали основные категории политической экономии, двоеточие, перечисляем. Труд, товар, деньги, капитал, торговля, богатство. Труд, товар, деньги, капитал, торговля, богатство. Второе. Во Франции возникла школа физиократов. Запятая. Ее основателем является Франсуа Кене. После Н.Э. Кене. В скобках 1694-1774. Скобка закрылась. 1694-1774. Точка. Физиократус Италии. Давай, на. Опять. Физиократус Италии. Источником богатства является производство. Запятая, но ограничивая только сельским хозяйством. Точка. Они переводили такой пример, двоеточие,
они переводили такой пример, двоеточие, крестьянин спахав землю, запятая, засеяв, запятая, удобрив участок земли, запятая, собрал урожай. Точка. Засыпал семена, запятая, отложил на пропитание семьи, засыпал семена, запятая, отложил на пропитание семьи, и часть зерна продал, запятая, чтобы приобрести самые необходимые городские товары. Точка. После этих покупок у него в кармане остались деньги. Запятая, которые он разделил, двоеточие, землевладельцу отдал 4/7, запятая, королю 2/7, запятая, церкви 1/7. Сколько? Королю 2/7, церкви 1/7. Точка. И возникает вопрос, двоеточие, откуда взялся избыток, запятая, по какому праву эти трое забирают часть урожая? Точка. Физиократы считали, что избыток дала земля, а крестьянин заплатил налоги, установленные государством. Сейчас определение, что такое физиократ. Физиократия – это учение о классах. Запятая, о производительном, бесплодном труде, запятая, о капитале и воспроизводстве. Производительном, бесплодном труде, запятая, о капитале и воспроизводстве. Заключение новой строки. Таким образом, усилиями меркантилистов и физиократов, были созданы все необходимые предпосылки, для формирования классической политической экономии капитализма. Все успели, да? Потому что в следующий раз
семинар занятий будет по этим конспектам. Конечно, вы должны послушать, конспектировать эти самые 2 лекции, которые были. Сейчас слушаете, ничего не пишете, потом я подскажу. Структура политической экономии. Мы 2 прошли. Меркантилисты первая, 2 школа педагогов, 3 английская классическая философия, политэкономия и 4 марксистская политическая экономия. Сейчас мы 2 рассказали, сейчас рассказываю 3. Английская политическая экономия. Вы слушаете, ничего не пишете. Потом я подскажу. Значит, политическая экономия вообще возникла в период, мануфактурный период. Мануфактурный период, конечно, вы не знаете, что такое мануфактура. Значит, в соответствии истории развития промышленности сначала появилось ремесло. То есть крестьянин после работы вечером делает для семьи сапоги, валенки, шьет там куртки и так далее. Это называется ремесло. Он сам занимается сыном или дочкой или женой. Сам занимается, тогда ремесло. Потом он стал состоятельным. Продавая эти сапоги, всякие разные куртки, у него появилось немножко денег и решил перейти в мануфактуру. У него, положим, обыкновенная деревянная, естественно, сельская квартира, 3 комнаты как будто бы, да? 1 комнату он выделил для мастерской. Притеснили остальные, родители там спальня, дети спят на гостиной, кухне и гостиной. А в этой комнате они приняли 2 наемных рабочих. 3-м рабочим работает сам хозяин, может быть, еще сын. Это мануфактура. Уже разделение труда. 4 человека делают те же сапоги, те же валенки, те же куртки шьют, да, только распределение. Один делает, другой делает. Им производительность труда растет несколько раз. Это называется мануфактура. Вот в этот период появилась политическая экономия. То есть в мануфактурный период появилась политическая экономия. Основоположником английской политической экономии является Уильям Петти, 1723-1787. Развитие политической экономии как наука начинается с того самого момента, когда центром научных исследований становится материальное производство. Это у Петти есть такая работа, трактат о налогах, сборах, 1662 год, где делаются первые шаги по разработке теории трудовой стоимости. Это классическая философия Англии, основана вся теория трудовой стоимости. Это и впервые она разработали. И впервые подходят к раскрытию содержания экономических отношений труда и капитала. Ну, труд – это человек, который трудится, капитал – это деньги. Уильям Петти концепцию 3 круговоротов, кругообращения денег королевства предпринял попытку описать процесс воспроизводства всего общественного производства. Это за голову надо было иметь, да? Хотя и мануфактура, там, в одной комнате, а этих комнат много в стране-то. Если все взять, это производство, почти общественное производство. И он предпринял попытку вот такое описать процесс воспроизводства общественного производства. То есть воспроизводство бывает простое, воспроизводство бывает расширенное. То есть это производство должно восстановиться каждый месяц, или каждые 2 месяца, каждые 3 месяца. Должно все продаваться заново, покупается материал, и заново это дело воспроизводство. Это называется воспроизводство. Понимаете? В этом написал Уильям Петти, умнейший человек. Второй основоположник Адам Смит, 1723-1790. Экономист мануфактурного периода, относительно развитости его научных концепций происходило из неразвитости реальных общественных отношений. Ну, это за вами я сказал, одной комнаты работает. Какое развитие? Но по сравнению ремесло, это развитие. После чего от мануфактуры придет машинное производство, уже фабрика появится, заводы появятся. Понимаете, какое? Ступеньки-то. Ремесло, мануфактура, машинное производство. Угу. После чего переходит 3-й основоположник Давид Рикард, 1772-1823, завершил создание английской классической политической экономии. И он считал, капитал – это простая сумма вещей. Если по отношению к Карлу Марксу это детский лепет, но сейчас так все началось.
кто же должен капитал писать? Для буржуазных экономистов характерным является количественно-функциональный анализ отношений между вещами, между товарами, между деньгами, а Карл Маркс скажет, товар – это отношения людей. А на классической экономии Англии это отношения вещей, товаров и так далее. То есть все должно развиваться потихонечку. Оно так и получалось. В основе этого учения лежат трудовая теория стоимости, но она оказалась не в состоянии объяснить экономические законы развития капитализма. Или тогда было свойственно представление о том, что капитализм – это вечная, естественный, единственный возможный общественный строй. Самый высший строй. Больше не будет ничего. Тогда считали-то. Оказалось, Карл Маркс пришел перед английцем. Ничего подобного. Это переходный период. После него придет коммунизм. Вот. И все очень даже складывается нормально. Угу. Так, Маркс писал, возрастание производства товаров никогда не является целью буржуазного производства. И его целью является возрастание производства стоимости. Давайте мы посмотрим нашу республику. Два слова просто. Работали 4 руководителя республики. Николаев президент, Строгов президент, Борисов глава, сейчас Николаев глава. Какие результаты достигнули? Давай я переведу сельское хозяйство. Я сам по социальному происхождению я крестьян, колхозник бывший. А в Ленинском районе 10 лет руководитель сельского хозяйства, поэтому знаю сельское хозяйство. Что достигнуто за эти 30 лет Якутии в сельском хозяйстве? Я вам приведу цифры, совершенно статистические данные, нормальные. Коров было у нас, крупный рогатый скот было 409 тысяч. Осталось 170. Не надо писать эти. Зачем засорять-то? 400 тысяч было, осталось 173. Меньше половины. В Асаии было 199,5 тысяч, осталось 165. Оленей было 361 тысяч, осталось 156 тысяч. А разбитие есть? 2-3 раза сокращение. 4 руководителя работают. Чем они занимаются-то? И в этих отраслях заняты коренные национальности. Якуты, вены, венки. Это катастрофа же. А раньше слушаете телевизор, каждый день, все делаем, все растет, все бурно растет. Ага, хорошо живем. Вы-то должны знать. Вы же передаете молодежь, вы должны знать действительно вещи-то. 409, 173, 199,5, 165, 361 оленей, 156 тысяч. Скоро этих оленей не станет. Я старый человек, я знаю, понимаете, что такое точка возврата. Если чуть больше половины голов осталось, можно возродить до 361 голов оленей. А когда 156, точка возврата ушел давно, никогда ты этого не возродишь. Нет, закон экономики, он не зависит от желания Филиппова или там Васильева, или даже поймать Макарова. Вот какое дело. Записываем. Структура политической экономии. Двоеточие. Новые строки. Первое. Школа меркантилистов. Школа меркантилистов. Второе. Школа физикратов. Школа физикратов. Третье. Классическая английская политическая экономия. Классическая английская политическая экономия. Четвертое. Марксистская политическая экономия. Третье. Это общее третье. У нас был один меркантилист, второй физикрат. Третье. Английская классическая политическая экономия. Запишите. Английская классическая политическая экономия. Третье. Это в структуре не надо смотреть.
Вячеслав, вы вот, с новой строки напишите. 3. Классы английской политической экономии. Записываем. Политическая экономия как самостоятельная наука. Политическая экономия как самостоятельная наука возникла лишь в мануфактурный период. Как самостоятельная наука возникла лишь в мануфактурный период развития производства. Основоположником английской политической экономии является, двоеточие, Юлием Петти, Юлием Петти, скобка открывает 1623-1687. 1687. Скобка закрылась. Точка. Развитие политической экономии как науки. Развитие политической экономии как науки начинается с того самого момента, как наука начинается с того самого момента, когда центром научных исследований становится материальное производство. Точка. Произведение У. Петти, в кавычках, трактат о налогах и сборах, произведение У. Петти, в кавычках, трактат о налогах и сборах, скобка закрылась, то есть 1962, в скобках напишите, в котором делаются первые шаги, трактат, в котором делаются первые шаги по разработке теории трудовой стоимости. По разработке теории трудовой стоимости. Точка. Адам Смит, скобка открывается 1723-1790, экономист мануфактурного периода, Точка. Давид и Рикардо, скобка открывает 1772-1823, скобка закрылась, завершил создание английской классической политической экономии. Завершил создание английской классической политической экономии. Точка. В основе этого учения лежала трудовая теория стоимости. Запятая, но она оказалась не в состоянии объяснить экономические законы развития капитализма. Точка.
Карл Маркс писал, двоеточие. Карл Маркс писал, двоеточие. Возрастание производства товаров никогда не является целью буржуазного производства. Запятая, его целью является возрастание производства стоимости. Все, отдыхаете. Переходим к марксистской политической экономии. Отдыхаете. Значит, я остальные все дела, мелкие вещи не пишу, а как пришел Маркс, тоже не рассказываю. Самый величайший труд «Капитал» является энциклопедией политической экономии капитализма. А почему? А потому что, значит, Карл Маркс в этой работе, он сам говорит, 25 лет я жизнь отдал, это 4 тома, 25 лет жизнь отдал Маркс. И он сказал, что это жертву принес свою жизнь, свое счастье, свою семью, 25 лет отдал, чтобы записать этот «Капитал». А там, на самом деле, вся политическая экономия современного капитализма, понимаете? Все его теоретические установки, знаете, остались в силе. Он в 1857 году предисловие первому изданию, первому тому «Капитала» писал: «При анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами, то и другое должно заменить свою силу абстракции». То есть это практически умственная переработка всего созданного меркантилистами, физикратами, классическая политическая экономия Англии. Все это дело он должен перерабатывать, после чего на основе развиваясь, уже он восходящий развивался, тогда-то Маркса, Энгельса, капиталистический прогрессивный строй был за счет изучения экономической жизни капитализма тогдашнего. Он сделал вот такой огромный, великолепный труд, где практически все есть. И он говорит, на самом деле, вот, для того, чтобы записать такой работы, ни микроскоп, ни химические реакции не помогут. Надо здесь использовать силу абстракции, то есть представление, понимаете? Без абстракции, например, философии нет. Без абстракции нет политической экономии, и вообще никакой науки нет. Ага. То есть ты должен отрываться как будто от реальных сегодняшних дел, мелких дел, и после чего ты должен передаться полностью изучаемой теме. Вот тогда и ты сделаешь. Объектом исследования Маркса является капиталистический способ производства, обмена, распределения. Предметом исследования Маркса является закономерность возникновения законов, управляющих производством, обменом, распределением. Целью работы этого «Капитала» является открытие экономических законов развития современного капиталистического общества. Оно приписывает справедливо и сегодня. Но научное определение, что такое политическая экономия, дал Фридрих Энгельс. Вот его определение. Он как определяет? Политическая экономия – это наука о законах, управляющих производством, обменом материальных жизненных благ человеческого общества. Предназначение политической экономии капитализма внутри разлагающейся экономической формы должно быть движение, чтобы открыть элементы будущей организации обмена. То есть в данном случае в капиталистическом обществе закладываются элементы будущего коммунистического общества. Ну, это закон диалектики, потому что в каждом явлении содержится его отрицание. Понимаете? Вот только появился капитализм молодой, и у него же содержится отрицание будущие элементы коммунистического общества. Обнаруживая это дело, вот, создал Карл Маркс такой великолепный труд.
Так, Карл Маркс, вот, что следует вам и сказать. Свое исследование начинает клеточка буржуазного общества товара. В этом товаре, это продукт наемного рабочего. В этом товаре содержится вся противоречие капиталистического общества. То есть он с этой клеточки товара начинает свое исследование. Товар есть внешний предмет, вещь, который удовлетворяет какие-либо потребности человека. То есть в данном случае эту вещь можно рассмотреть с двух точек зрения, со стороны количества и качества. Полезность вещи делает его потребительной стоимостью, а миновая стоимость представляет одна потребительная стоимость может обменяться потребительной стоимостью другого рода. Это миновая стоимость. Поэтому Карл Маркс потребил две формы стоимости. Потребительная стоимость, то есть человек потребляет еду, одежду, машины и прочее. А миновая стоимость определяет, то есть он дает представление, что эта потребительная стоимость может обменяться другой потребительной стоимостью другого рода. То есть в данном случае двойственность этой товара определена. Стоимость товара определяется количеством труда, затраченного его производства. Вещь может быть потребительной стоимостью, но не быть стоимостью. Интересная мысль, да? Вещь может быть потребительной стоимостью, то есть полезным человеком может быть, но не быть потребительной стоимостью. А это что такое? Это воздух, девственная земля, естественные луга, дикорастущий лес. Так они не являются потребительной, это потребительной стоимостью являются, но товаром не является. То есть стоимостью не является. Или продукт может быть результатом человеческого труда, но не быть товаром. Потому что капиталист, если имеет даже наемные рабочие, но если он без произведенный товар сам потребляет, тогда это не является товаром. Понимаете? Является ли стоимостью, не является товаром. Товар, значит, получается, что производитель должен производить товар больше сверх своих естественных, то есть потребительных стоимостей, своих естественных потребностей. Этот товар должен быть специально предназначен для обмена или продажи. Вот три категории Карл Маркс раскрыл понятие используя потребительную стоимость, миновую стоимость. Так, товар представляет собой двух элементов: вещество природы и труд человека. Ну, само собой, человек, переобразуя продукт природы, перевод для потребления, он за товар делает, то есть потребительную стоимость делает. Об этом говорит Маркс. Раскрыл двойственного характера человеческого труда. Конкретный труд создает потребительную стоимость, а абстрактный труд создает стоимость. То есть в данном случае труд тоже двойственный. Не только товар двойственный, но и труд двойственный. Ага. Эта категория раньше классической политической экономии Англии не было. Это заново все делается. И сейчас насчет наемного труда. Карл Маркс говорит: владелец денег на рынке труда находит специфический товар, способствует к труду наемной рабочей силы. Они заключают договор купли-продажи на определенный срок. Определенный срок. Если бы капиталист договор заключил рабочим на всю его жизнь до смерти, тогда он рабом был бы. А поскольку он заключил на 2 года, 3 года, тогда человек-то сам по себе свободен, мог расторгнуть договор и уйти к другому капиталисту. Понимаете, какое дело? Ага. В данном случае вы должны знать, что на всю жизнь нельзя заключать. Это рабдельский строй возвращался бы. Оплата труда наемного рабочего осуществляется после того, как наемный рабочий функционировал в течение срока оговоренных договоров. То есть он должен работать 14 или 12 часов, после чего только происходит оплата его труда. Ага. Потому что капиталист никогда, он, конечно, когда купил, он этому продавцу авансировал капитал, а зарплату рабочему оплатить только после
выполнения работы. Ага. Потом это дело мы раскроем, почему так делается. И Маркс в данном случае, вот эти затраты капиталиста, который купил средства производства, потом наемные рабочие силы, он их распределил. Средства производства, которые при процессе производства, не меняя свою стоимость, он назвал постоянным капиталом, большой S. Ага. А вот авансированный капитал рабочей силы он назвал переменным капиталом, U. И его заслуга в конце производства оказалась, что рабочий-то не только создает эквивалент своей зарплаты, своей стоимости, да еще дальше делает капиталист бесплатно товар, продукцию. Не получен продукт. Это и есть переварочный продукт М. Поэтому продукт капиталиста получается P равняется S плюс U плюс M. То есть S это постоянный капитал, U это переменный капитал, M это переварочная стоимость. Понимаете какой? То есть очень стройный, вообще-то, самый, как говорится, рядовому человеку понятный формулы сделал. Притом Карл Маркс определил степень эксплуатации наемной рабочей силы. Для этого он переварочную стоимость поделил переменную капитал. И получился степень эксплуатации рабочего класса. И он нам объясняет, что заработная плата стирает всякие следы деления необходимого переварочного времени или оплаченного, неплодного труда. То есть она как будто его покрывалом, обманом покрывает, что заработная плата как будто рабочий получал полный рабочий день. На самом деле он 12 часов работает, 6 часов он работает для себя, для зарплаты, содержания себя семьи, и вторую половину он бесплатно создает переварочную стоимость, за счет которого пересвоение, который капиталист обогащается. До него это никто не раскрывал. В этом историческая заслуга. И одна деталь маленькая перед конспектированием. Что такое капитализм настоящий был известен до 1636 году. Там такой пример. Аббат Лангетте рассказывает, Антон Миллер из Данцига видел очень искусную машину, которая изготовляет 4-6 кусков ткани. Предположим, а раньше 2 куска делали, да? А тут машина сразу делает 4 или 6 кусков материала. Сразу. Тогда что делает городской совет? Городской совет, опасаясь, что машина переведет массу рабочих безработными, запретил применение этой машины, а его изобретатель тайно задушит или утопить. Вы настоящее лицо капиталиста, Изобретателя задушить или утопить. Можно было просто машину использовать, а эти изобретатель пусть ходит там. Предлагают, его никто не берет. Все. Нет, что? Вообще он исчез, понимаете. Машину закрыли, запретили, а человека надо задушить или утопить. Сейчас еще одна тонкость политэкономии Карла Маркса. Значит, капиталист, пересваивающий прибавочную стоимость, должен поделиться с другими капиталистами, которые выполняют иные функции материального производства. Их-то много же, и не только один капиталист. Его товар должен купец реализовать и так далее. Банкир должен финансировать. Много работает. Поэтому он раскрыл такие формы деления капитала, Карл Маркс. Значит, прибыль, процент, банкир. Торговая прибыль, торгаш. Земельная рента, землевладелец. То есть не так, то есть это как будто переваривающий продукт этой заводе, фабрика, капиталист получил и сам все принес. Нет. Он должен поделиться, потому что знать. Его товар он сам не реализует, торгаш берет и реализует. То ему он получит торговую прибыль. Банкир финансирует, ему процент получит. И землевладелец ему дает сырье
и пропитание, ему он дает заменную ренту. Вот какое дело. Вот вашка-то. Все записываем. Созданный Марсом капитал, является энциклопедией. Созданный Марсом капитал в кавычках, это название работы, является энциклопедией политической экономии капитализма. Является энциклопедией политической экономии капитализма. Точка. Объектом исследования Марса является капиталистический способ производства. Запятая, обмена, капиталистический способ производства, запятая, обмена и распределения. Точка. Предметом исследования Марса является закономерности возникновения законов, управляющих производством, обменом и распределением. Является возникновение законов, управляющих производством, обменом и распределением. Целью капитала, в кавычках, целью капитала Марса, двоеточие, это открытие экономических законов, движение, развитие современного капиталистического общества. Законов развития современного капиталистического общества. Точка. Фридрих Энгельс дал научное определение политической экономии. Фридрих Энгельс дал научное определение политической экономии. Двоеточие. Это наука о законах, запятая, управляющих производством законов, запятая, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе. Производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе. Карл Маркс свое исследование начинает с клеточки буржуазного общества, с товара, продукта труда наемного рабочих.
Точка. Каждую вещь можно рассматривать с двух точек зрения. Каждую вещь можно рассматривать с двух точек зрения. Двоеточие. Двоеточие. Двух точек зрения. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. А миновая стоимость представляется одна потребительная стоимость может обменяться потребительной стоимостью другого рода. Потребительной стоимости другого рода. Точка. Стоимость товара определяется количеством труда. Стоимость определяется количеством труда, затрачено на его производство. Точка. Вещь может быть потребительной стоимостью. Точка. Запятая. Но не быть стоимостью. Двоеточие. Но не быть стоимостью. Двоеточие. Воздух, девственная земля, естественные луга, дикорастущий лес. Воздух, девственная земля, естественные луга, дикорастущий лес. Точка. Вещь может быть продуктом человеческого труда. Запятая. Но не быть товаром. Точка. Когда производитель удовлетворяет свои потребности, продуктом своего труда. Точка. Следовательно, продукт труда становится товаром. Когда он произведен сверх потребностей производителя, и предназначен для обмена или продажи. Точка. Товар представляет собой соединение двух элементов. Двоеточие. Товар представляет собой соединение двух элементов. Двоеточие. Вещество природы и труд человека. Точка. Маркс открыл двойственный характер труда. Двоеточие.
конкретный труд создает потребительную стоимость. Конкретный труд создает потребительную стоимость, запятая, а абстрактный труд создает стоимость товара. Конкретный труд создает потребительную стоимость, запятая, а абстрактный труд создает стоимость товара. Точка. Владелец денег на рынке труда, владелец денег на рынке труда находит специфичный товар, на рынке труда находит специфичный товар, способен к труду, запятая, наемную рабочую силу. Специфичный товар, способен к труду, запятая, наемную рабочую силу. Они заключают договор купли-продажи. Они заключают договор купли-продажи на определенный срок. На определенный срок. Точка. Оплата труда наемного рабочего. Оплата труда наемного рабочего осуществляется лишь после того, оплата труда наемного рабочего осуществляется лишь после того, запятая, как наемный рабочий функционировал в течение срока